Представитель Джоркинеша есть у вас? Айдарбек Исмаилович. Да, есть вопрос. Да, пожалуйста. Адрет Рузбекович, скажите, вот вы говорите, что часто сталкиваетесь с такой проблемой, да, на практике встречается. Да. Вот у вас, во-первых, у вас сколько лет опыт работы в адвокатуре? В адвокатуре 10 лет. 10 лет, да? Уже довольно хорошо знаете. И вы дальше, вот 10 статьи, там дальше там 2 пункт, 3 пункт ознакомлены, что данный закон применяется и в иное время. Закон об амнистии. Вот я вам дам. Можно? Это тот закон, который вы оспариваете. И там четко расписано, что закон применяется по истечении срока действия, то есть по истечении 6 месяцев. Да, я эту норму также читал, но здесь прямого толкования нету, то, что по истечении 6 месяцев данный закон применяется. Здесь указано в силу изменения юридической квалификации действия. То есть, если изначально была квалификация одна, а в дальнейшем оно изменилось и может подпадать под данный закон об амнистии, в этом случае оно может применяться. А в статье 10 и вот части 1, там прям исчерпывающе прописано. В случае, если бы оно применялось бы и по истечении 6 месяцев, я думаю, именно в части 1 должны были прописать примечания, да, чтобы не было двойного толкования. А у вас было на практике, что судьи применяли закон об амнистии по истечению срока действий? Да, было. Было, да? Да. Ага, понятно. Еще один вопрос. Вот вы пишете в своем ходатайстве, что 21 августа 2025 года суд отказал в ходатайстве, в вашем ходатайстве, да? Да. Вы обжаловали в областном суде там, или в Верховном суде в кассационном порядке дальше? Вот решение Токмакского городского суда об отказе в удовлетворении вашего ходатайства о прекращении дела. Вы дальше обжаловали? Мы его не обжаловали, я сразу обратился с ходатайством в Конституционный суд. Наше дело сейчас стоит в основном виде, да? Нет, я заново обратился с аналогичным ходатайством, и суд уже удовлетворил мое ходатайство и освободил от наказания. Значит, суд применил данный закон, да? Вот оспариваемый закон. Да, данный закон применил, но однако он просто освободил от наказания. То есть назначил наказание и освободил их. Ну, амнистия применена, да? Да, применил. Ну, все понятно. Спасибо. Уважаемые судьи, есть вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ваши подзащитные согласились с итоговым судебным актом в части освобождения от наказания? Как была их позиция? Уважаемый суд, да, они согласились, поскольку они обычные люди из села, и на все юридические тонкости они особо внимания не обращали. Им главное надо было, чтобы их дело уже закончилось. Есть еще вопросы? Если резюмировать ваше выступление, то вы утверждаете, что на сегодняшний день правоприменительными органами, правоприменителей существует разная практика. Одни суды идут и на освобождение, в том числе от уголовной ответственности, не только от наказания. И вы утверждаете, что вот некоторые судьи придерживаются акта амнистии именно в том виде, в котором он вынесен, да? То есть речь идет только об освобождении от наказания. Мы вас правильно поняли? Да, Ваша честь, именно об освобождении от наказания, ну и в моей данной практике то, что они не применили по истечении 6-месячного срока. Но в дальнейшем они как бы сами поняли эту ошибку и применили, да? И для этого я обратился с ходатайством, чтобы в дальнейшем у судей не было таких вот сомнений. Давайте все-таки обозначим самые важные моменты. Это, во-первых, возможность применения акта амнистии по истечении 6 месяцев при определенных обстоятельствах, да, или при определенных условиях. Это один вопрос.
второй вопрос касается освобождения не только от наказания, но и в том числе от уголовной ответственности. То есть период до того, когда человек, скажем, ну, уже успели этого человека осудить, да, уже за совершенные преступления. Правильно? Да, Ваше честь. Давайте вот четко сформулируем несколько самых важных аспектов для того, чтобы потом мы могли выслушать позицию представителей государственных органов по вот этим вопросам. Хорошо, да? Ну, все, ваша позиция понятна. Присаживайтесь.